Здравствуйте. Здравствуйте, Будош. Еще раз. Во-первых, спасибо, что вы пришли к нам сегодня в гости. Ребят, вы знаете, что в этом году, 9 мая, вся наша страна будет отмечать 73-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Наше мероприятие приурочено к этой дате. Сегодня я вам хочу рассказать и показать письма времен Великой Отечественной войны. Ребят, когда началась Великая Отечественная война, вы, наверное, знаете, что все мужское население страны, которое было в состоянии держать в руках оружие, все ушли на фронт. И тысячи семей были разлучены. Прошу прощения. Тысячи семей были разлучены. И только вся надежда была на почту, которая соединяла родных и близких. И каждый день с фронта приходило около 1000 писем. И точно так же ежедневно наша почта отправляла на фронт более 1000 писем, открыток, журналов и газет. И естественно, ребят, у нас получилось, что конвертов в стране не хватало. И с фронта начали приходить письма, так называемые письма-треугольники. Ребят, что такое письмо-треугольник? Это обычный тетрадный лист. Вот я вам приготовила. Хочу показать, как они его оформляли. Сначала загибали правую сторону, а затем загибали левую сторону. И получался у нас вот такой вот аккуратный треугольник. И вот наше письмо-треугольник уже готово. Ребят, вот на этой стороне у нас писали адрес, куда отправляется письмо. А на обратной стороне уже стояла печать, обычно просмотрена военной цензурой, и воинская часть. Печать воинской части, откуда пришло письмо. У нас, ребят, в стране практически, наверное, нет ни одного музея, где не хранятся письма времен Великой Отечественной войны. И, конечно же, наш музей не стал исключением. У нас тоже есть письма-подлинники, именно присланные которые были написаны во время времен Великой Отечественной войны. И они у нас выставлены в экспозиции, которая посвящена Великой Отечественной войне. Я вам хочу показать одно письмо. Кстати, ребят, когда вот письма писали, я вам сделала такую подборку небольшую. Обычно, когда писали письма, когда наступали минуты затишья, да, когда прекращался бой, и обычно, сидя в окопах, солдаты писали письма. Ой, что-то я не то сделала. Извините. Вот, ребят, еще были вот такие вот интересные письма с такой вот интересной. Там были не только такие вот интересные рисунки, но даже здесь вот внизу были написаны вот такие надписи. Наверное, вам не видно: фашистскому зверю закрыты дороги, его мы прикончим в берлинской берлоге. Вот такие вот интересные цитаты были на открытках. Это тоже, ребят, выпускали именно в годы Великой Отечественной войны. Потом, ребят, вот письма-треугольники, это именно оригиналы. Я их вам тоже покажу. Это письма-треугольники, которые хранятся здесь, в нашем краеведческом музее. А это, ребят, письмо извещения о гибели Беликова Петра Васильевича. Оно у нас есть, я вам его тоже хочу сейчас вот так в оригинале показать. Ребят, вот оно. Это письмо извещения, вот как оно выглядит. И, ребят, здесь его написал командир подразделения, в котором воевал Беликов Петр Васильевич, и он сообщал, письмо это было адресовано жене Беликова Петра, Беликовой Прасковьи. Оно было написано 6 мая 1944 года. И командир сообщал о том, что Беликов Петр Васильевич был ранен артиллерийским снарядом, и после он уже скончался. Похоронили Беликова Петра Васильевича лично его командир и его боевые товарищи. Кроме того, хочу вам показать еще одно очень интересное письмо. Оно нам очень дорого, потому что написал его наш земляк, написал он его на родном адыгейском языке. Вот, видите, ребят, это письмо сына матери. Письмо это было написано в аул Ленина-Хабль.
Ребят, этого аула, к сожалению, уже тоже нет на карте. Вы, наверное, знаете, да, что сейчас на месте этого аула, как и многих других адыгских аулов, находится что? Молодцы, Краснодарское водохранилище. Его еще называют Кубанское водохранилище, знаете, очень хорошо. И, ребят, что интересно, это письмо было написано 20 сентября 1943 года. Даже страшно представить, этому письму, ребят, в этом году уже исполнилось 75 лет назад. Вот оно было написано. И, ребят, я вам говорила, да, вот на обратной стороне, вот, посмотрите, адрес указан. Аул Ленина-Хабль, видите? А здесь на обратной стороне, посмотрите, штампики стоят, и вот просмотрено военной цензурой. Все письма, ребят, просматривала военная цензура. Давайте я вам тоже, ребят, подойду, чтобы вы могли увидеть наш товар. Вот аул Ленина-Хабль, вот оставляется, а вот здесь вот штампик просмотрено военной цензурой. На каждом письме, ребят, имеются вот такие штампики. Видите, это обычный тетрадный лист, который я вам даже показывала, как его сворачивали. Видно, да, ребят, Ленина-Хабль, а вот само 70 лет, да? 75 лет этому письму. Да, 20 сентября 1943 года это письмо написал, ребят, Хутыз Аюб. И, может быть, кому-то из вас тоже будет интересно. Так. Пойдем дальше. Еще я вам хотела показать это письмо, которое я вам уже показывала. А вот оно, ребят, на адыгейском языке. Может, так вам будет лучше видно. Видите, начинается и дальше уже идет текст. Это его обратная сторона. Вот я вам показывала, штампики стоят и просмотрено военной цензурой. Потом, ребят, у нас на конверты почтовые марочки наклеивали, и в годы Великой Отечественной войны выпускали марки с изображением известных советских маршалов Советского Союза. Кого вы знаете, известных маршалов, фамилии? Кого вы знаете? Молодцы, Рокоссовский, а еще? Ну, их так много было, они такие были все известные, очень. Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков, да? Еще Рокоссовского. Вот как выглядели почтовые марки. И вот они, вот, ребят, я вам говорила про маршала Советского Союза, вот он, Жуков, да, Георгий Константинович. Здесь у нас есть медаль с изображением Сталина и надпись «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Это обычно, ребят, вот эти марки выпускались сразу в первые годы после Великой Отечественной войны, то есть в послевоенные годы. Вот, еще, ребят, Рокоссовского, кто мне назвал, вот с изображением маршала Советского Союза Константина Константиновича Рокоссовского и маршал Советского Союза Баграмян. Знаете его, да, ребят, просто подзабыли, наверное. Дальше, ребят. В годы Великой Отечественной войны выпускались вот такие вот плакаты. И на них были призывы. Ребят, здесь какой призыв? Все для фронта, все для победы. Это был один из самых популярных, самых известных призывов. Потом «За Родину, мать». Знаете, да, тоже этот призыв очень был популярен. И «За Родину, за честь, за свободу». Дойдем до Берлина с грядущей победой. Это был 1943 год, ребят, это на Новый год была выпущена эта марка. И вот это уже к Дню Победы. 9 мая 1945 года мы победили. Вот такой вот лозунг был. В принципе, это все, что я вам хотела сегодня показать и рассказать. Конечно, о Великой Отечественной войне можно говорить очень долго и очень много интересного можно рассказать. Но почему я выбрала именно письма-треугольники, ребят? Потому что они написаны именно простыми советскими солдатами, которые на самом деле прошли всю войну. И эти письма пропитаны дыханием войны. И они являются именно, можно их назвать даже историческим документом. И они, конечно, еще один момент, ребята, я упустила. Вот были такие случаи в годы Великой Отечественной войны, когда солдат присылал письмо о том, что он жив-здоров, у него все хорошо. А это письмо приходило после того, как была прислана похоронка.
И очень многие матери и жены годами и десятилетиями ждали и верили в то, что похоронка пришла по ошибке, и надеялись на то, что их родные все-таки вернутся. А на самом деле происходило, ребят, то, что письмо просто где-то задержалось и шло намного дольше. За это время, то есть солдат, к сожалению, уже погиб. И вот получали похоронку. А родные надеялись, что все-таки похоронка пришла по ошибке. Это все. Ну, вы очень внимательно слушали, я надеюсь, вам было интересно. Ребят, если, может быть, у вас есть какие-то вопросы, Да, можете, если у вас вопросы есть, можете спрашивать, вы не стесняйтесь, ребят. Все вам понятно? Интересно вам было? Да. Ну, хорошо, спасибо, ребят, за внимание. Может быть, вы хотите пройти в зал Великой Отечественной войны? Да, их руками не трогать. Их руками, да, ничего не трогать. Как тебе стоит? Впервые его зажигали 9 мая 1986 года. Это как раз мемориальный комплекс был открыт. У нас есть фотографии с открытия. Вот они. Посмотрите, вот он. Кого удостоили право впервые зажечь на мемориальном комплексе «Вечный огонь». Это был герой Советского Союза, наш с вами земляк, Жигаков Кинчери Барокович. Мальчики, вы громче меня говорите. Чуть-чуть потише, хорошо? Жигаков Кинчери Барокович. Девочки, видно вам, мальчики все? Это он с факелом в руках идет. Это было как раз открытие мемориального комплекса. Это было 1986 год, 9 мая. Потом, ребят, посмотрите на этого человека, обратите на него внимание. Это командир 68-й отдельной морской стрелковой бригады, которая освобождала Тюмечерский район за территорию Адыгеи в 1942-1943 годах. Это командир 68-й отдельной морской стрелковой бригады. Его зовут Андрей Иосифович Карпелюк. Это родом из Украины, но, к сожалению, его уже нет в живых. Кстати, одна из улиц нашего города названа его именем. Да, молодец, улица имени Андрея Иосифовича Карпелюка. Раньше она называлась улица Архитектурная. Может, вы знаете, может, кто-то у вас на этой улице живет. Прекрасно. Теперь будешь знать, в честь кого эта улица названа. Так, хорошо. Так, давайте я вам еще покажу. Вот, ребята, какие предметы интересные. Это у нас что? Фляга для воды, да, правильно. Это что? Котелок. Ребят, это солдатский котелок, они каждому выдавали, они из них кушали. Это у нас граната лимонка, это у нас макет пушки. А это вы уже, наверное, вы знаете, да, мальчики все? Каска времен Великой Отечественной войны. Хорошо, знаете. Ну, теперь можете походить, посмотреть, ребят, сами, если желаете. А там, ребят, знаете, это когда открывали наш мемориальный комплекс, были приглашены родственники, родные и близкие солдат, погибших здесь, на территории Тюмечерского района. И вот когда они приехали, каждый из них привез с собой горсть земли, чтобы высыпать на мемориальный комплекс. И часть этой земли, фрагменты этой земли вот хранятся вот в этих вот снарядах. Это, по-моему, артиллерийские, да? Зенитка. Зенитные снаряды, да. Вот, ребят. Здесь каждая подписана у нас по нумерации идет. Одна земля из Армении привезена, другая из Грузии, третья из Сибири. Некоторые приехали из Ленинградской области. То есть, ребят, география у нас была очень большая. Солдаты были практически со всего бывшего Советского Союза. Здесь именно принимали участие в освобождении нашего Тюмечерского района. А когда у нас Адыгея была освобождена полностью от немецких оккупантов, не помните? Давайте я вам подскажу. 18 февраля 1943 года. Запомните? Хорошо. Ну все, можете походить, посмотреть. Невозможно.